Осматриваю везель на вариаторе. Вот у человека бежит масло с заднего редуктора, где кардан получается. Здесь намотала тряпку. Вот она. Вот. Тряпку намотала от этого, видать, от утеплителя. И, видать, он туда попал вовнутрь, намотался. И, видать, то ли сальник давануло, то ли что, то ли он его сальник расхерачил тряпкой этой прям. Вот так вот, короче, такие дела. Бежит откуда-то. Здесь все в масле. Только вот с редуктора заднего хвостовика, да, сальника, ага. Вижу, что сальнику кирдык там внутреннему. Понятно. Такие вот дела вот. Сейчас буду масло менять в двигатель. Такой везель у меня вариаторный. Стоит сегодня на этом. На масляном сервисе. Помываю двигатель. Масло перекатали. Черное. Больше 5000 отъездило. Прям чернючее масло. Сейчас все помоется. Мою со 109-кой. Со 109-очкой. Вещь классная. Ну и сейчас на второй раз залью Моли Грин. Чистенькое масло уже будет, свежее Моли Грин. Ставьте лайк, ребят. Подписывайтесь на канал. Вот приехал ко мне вот такой Prius, мотор 2 ZRFXE. Проблема, жрет масло. Сейчас будем делать эндоскопию, смотреть егошнее состояние внутри мотора. То есть посмотрим сейчас состояние колпачков маслосъемных, посмотрим стенки, есть ли кольца, Сатурна, эллипсы и все такое. Если на нем есть какие-то артефакты, то, конечно, лучше раскоксовкой не заниматься. Если он в нормальном состоянии, просто у него кольца залегли, как бы есть смысл в этом. Будем его раскоксовывать. Мотор, в принципе, пробег у него не такой большой. 100, сколько сказали? 163 тысячи. Это вообще мало для него. Ну, даже если скрученного есть 1050, ну, это 200 тысяч примерно. Ну, такие мотора ходят по 500 тысяч без проблем на гибриде. Поэтому, скорее всего, его вытащить вообще реально. Вот я посмотрел, сейчас выкрутил свечки. Свечки у него вот такие стоят. Хозяин поменял недавно. В финвале стоят свечки у него. Ну и как бы состояние свечей довольно-таки неплохое. Есть немножко налет. Вот. А так, чтобы у него была какая-то белая бахрома или еще что-то, чтобы свечки были маслом закинуты, мокрые, такого нету. Это очень хороший показатель, потому что, скорее всего, у него с маслосъемными колпачками все в порядке. Вот. Ну, сейчас будем смотреть. Вот достал эндоскоп, сейчас будем заходить смотреть. Задними сиденьями. Вот такой вот интересный автомобиль ко мне приехал, ребята. Honda CR-Z называется. Такой спортивный, можно сказать, не седан, а купе. Красавчик. Вот такие ручки у него интересные здесь. Что здесь еще интересного? Посадка прикольная. Сидушки уже как ковши спортивные выполнены. Вариатор обычный стоит. Honda. Все как мы любим. Honda мы любим. Такие машинки. Обслуживаем, ремонтируем. Вот так вот. Такой аппаратик. Ну, сейчас сделаем диагностику. Жалобы какие у вас? Загорелся чек. Ага. И антизанос. Антизанос, да? Ух ты, посадка-то какая прикольная. Лежишь прям, да? Ну, отдыхаешь. Так, чик. Все здесь. Кнопки вот так выполнены. Магнитола японская стоит. А, то есть спортивная манера езды, и либо такая обычная, да? Обычная, Ага.
Вот на спорт можно поменять, да. Лепестки подрулевые у него есть. Полный мультируль, как на хондах обычных, гибридных. Тот же самый везель, если с мультирулем. Какой год у нее? 12-й? Пробег уже. Так, пробег где-то у него в другом месте показывает. А, вот информационное табло. И вот здесь, походу, да, вот трип. 138 907. Да, табло прикольно. Она гибридная. Это у нас Ямашка, вон, система Яма. В принципе, система Яма у нее построена как на Fit Shuttle, я так понял. И как, это, можно сказать, аналог. По сути, эта машинка аналог чем-то Инсайта, да? Только укороченная версия, чуть-чуть кузов другой. База инсайтовская, мне кажется, у него. Ага. А, у инсайта ее база. Не, инсайт все-таки прародитель гибридов, мне кажется. Это все равно, что Prius 30-й, 20-ка. Да, все Toyota построены на базе Prius. Вот. Ну, прикольная машина, мне понравилась. Сейчас посмотрим, что с диагностикой. В 2011 году в Японии заняла первое место среди, так сказать, Молодежных автомобилей, наверное, да? Ну, студенты любят такие тачки. В свое время была такая машина Toyota Celica. Она была тоже как бы студенческая автомобиль. Полностью его любили. Читал. Багажник у нее тоже лютый, да, я так понял? замерз. А, замерз. Ну. Метла стоит у него, плавничок. Прикольная машинка. Ладно, посмотрим диагностику. В общем, вот такой автомобильчик у меня уезжает. Надо будет почистить дроссельную заслонку. Сейчас залили 2086 химию, почистим форсунки, а потом приедет ко мне через недельку на масляный сервис и на чистку дроссельной заслонки. Так, ребята, сегодня у нас вот такой гость. Это у нас везель вариаторный. Вот. В общем, прикол такой, что побежал у него сальник, получается, хвостовика, где этот, на редукторе, где карданный вал, короче, откручиваешь, вот в том месте у него бежит сейчас, намоталась тряпка, то есть когда-то тут был брезент, утепляли, видать, кусок ткани намотался на кардан, каким-то образом залез туда, вовнутрь, ну и сальник, короче, он в принципе выдернул, я так понял, немножко. Или выдавил каким-то образом этот материал. Вот. Человек поехал, купил новый сальник. Такой вот сальник будет. Кстати, на везелях, у кого такой сальник стоит, ну, вроде бы как вот дали по каталогу. Не знаю, подойдет, не подойдет, но в общем вот такой номер. 91 201 ПВТ 003 ЕЕЗП. Вот такой вот сальник. ХЦФ-ку еще дольем. Масло выбежало, постоянно подтекает. В общем, будем его ремонтировать. Также есть один нюанс. Откручивал колесо, и шпилька была, в общем, затянута до такой степени, что не затянута, а, видать, кто монтажники делал, видать, резьбу захреначили. То есть начал его просто откручивать тупо от руки, и чувствую, не идет никак вообще. То есть все, ни вперед, ни назад. Уперся до половины и не пошел. Ну, в общем, пришлось его отломить. Балку нам снимать надо, по-другому никак не сделаешь. Вот. Так что придется нам шпильку, скорее всего, восстанавливать. Ну и гайку новую покупать. Ну, нюансы исправим, ничего страшного. Бывает в жизни огорчение. Вот. Ну а так, в принципе, думаю, мы сальник поменяем, все будет хорошо. Смотрите нас дальше, ребята. Балки? Да. Но вот она, кусок тряпки был намотанный. Вот так вот прям. Он даже форму сальника, да, отложил. Прям его впрессовал. Он его, получается, задербанил, да? Да, Вытащил его, что ли? Начал
дербанить. Ага. Ну вот, короче, Макс сейчас до сальника добрался. Сейчас будем запрессовывать новый сальничек. Главное, чтобы подошел, да? Он сейчас выдернется, походу. Ты его вытаскиваешь, уже, да? Ну хочу. Нихуя не идет, да? Ну, Тяжело идет. В темных подвалах время смеялось над пьяной любовью в черных очках. Красное солнце чувство сжигает, ветер разносит этот прах по земле. Но я не ветер, и я не солнце, я любовь. И я исчезну, чтоб вернуться за тобой. И я не ветер, и я не солнце, я любовь. И я исчезну, чтоб вернуться. Ты прикасалась, и мне казалось, мой двигатель тела замедляет свой ход. И так незаметно ты бесследно исчезла. Но я помню твой голос, кричащий мне вслед, что я не ветер, и я не солнце, я любовь. И я исчезну. Все, завели везеля. Долили масло ТЦФ в него. Поменяли мы сегодня здесь сальник хвостовика, именно который идет с раздатки на 4 ВД. Вот. Ну, где кардан получается, он там находится. Все, мы его заменили. Шпильку восстановил. Гайку новую купить. Вот шпильку новую поставили. Так вот. Гаечку купить и все, и поедет нормально. Ну, бывает такое, что гайку срывает, потому что до нас, видать, кто-то пистолетом крутил, так получилось. Ну так машинку сделали. Главное, что по сальнику проблему Устранили. Все, теперь ничего не бежит у нас. Все сухенько. Масло не капает, ничего. вот такой везик сегодня починили. Ну вот, ребята, доросли мы до такого момента, когда к нам уже приезжают прадики. Какого года? 19-й. Так что не только гибриды к нам приезжают, но и вот такие крутые автомобили. Сколько пробег? 60. Не люкатый. 2.7. Обычный TX. Тоже аппарат. И ушло, поэтому... Ну, не, я тебе просто говорю, что он сейчас будет заходить в каждый блок и считывать все проблемы, все ошибки. Временные. Там, допустим, отключение аккумулятора было какое-то, он будет тоже временную ошибку эту показывать. Сейчас целый лист ошибок выйдет, ходов. Полностью. Ага. Ну там уже все ушло, что-то нормально стало вообще. Без всяких. Понятно. Ну это прочная машина. Да, это электроника, ну бывает иногда, конечно, у него мозги полоскают. Ключик у тебя, да? Не то, что этот мой. Да не, Воксик Воксик. тоже, не скажи, он тоже хороший. Просто его надо проблемы решить один раз, У меня обслужить. вот этот более крепкий Конечно. стал как-то.